Каждую неделю на телеканале БСТ загорается красная кнопка. Мы не боимся резких вопросов и прямых ответов, ведь только в споре рождается истина. С вами Евгений Романов. Здравствуйте. Ну что ж, уже подустали обсуждать тему мусорной реформы. Ведь ответственные чиновники рапортуют, что все идет своим чередом, все решается, мол, пройдет немного времени и проблем не останется. Однако жалобы местного населения твердят об обратном. И качество, и оплата, и многое другое. Все это мы попробуем обсудить сегодня в программе «Красная кнопка» с нашими гостями, с нашими спикерами. И я представляю вашему вниманию. Справа от меня Мурат Шафиков, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Республике Башкортостан. Мурат Римович, здравствуйте. Здравствуйте. Слева от меня Айрат Максадов, руководитель мусороперерабатывающего завода. Здравствуйте, Айрат Кулашбекович. И сейчас сразу озвучу мнение наших спикеров по данной теме, по мусорной реформе сегодня. Мурат Римович считает, что проблем еще много. Услуга по обращению с ТКО стала дороже, а качество не улучшилось. Значительно не улучшилось по сравнению, что... Насколько увеличилась программа, да, поясните. Айрат Кулашбекович считает, что пока не будет договоренности всех сторон, будет как в той басне «Лебедь, рак и щука». Да, каждый будет тянуть в свою сторону, и результатов никаких не будет. Точно. Напоминаю, что у вас есть пульты, вы можете голосовать за наших спикеров сегодня. Также, уважаемые телезрители, для вас есть опрос. Вопрос звучит следующим образом. У вас своевременно вывозят мусор или нет? Отвечайте «да», «нет». Телефоны на ваших экранах. Ну что ж, уважаемые спикеры, давайте, если все понятно, собственно говоря, начнем с первого вопроса. Смотрите прямо сейчас. Люди должны понимать, что когда отходы уезжают, покидают контейнерную площадку, дальше они вступают в работу. И это тоже должно оплачиваться людьми. Ну, то есть за счет тарифа. Лампочки собирают, да, вот эти градусники. Посмотрите, в каком эти оранжевые боксы стоят. Они состояние, на самом деле, они никому не нужны. Люди негодуют и говорят, а за что мы платим? Потому что эта схема должна быть прозрачная. Мусорная реформа для этого и создавалась. Может, сначала следовало бы решить эти проблемы, а потом уже готовый продукт продавать вот населению. Мусорная проблема на сегодняшний день, она и хороша, и плоха. Мы последние присоединились к этой проблеме. Вопрос качества обслуживания населения. Давайте я начну. Мусорная реформа стартовала у нас с 1 января 2019 года. И, конечно, с этого времени на нас, на наш Российский народный фронт в адрес посыпались жалобы. Да, некачественное выполнение услуги, цены поднялись. Конечно же, мы начали с этим разбираться. И до сих пор мы еще не видим того качественного исполнения услуги. И до сих пор еще остались пробелы. И остались вопросы, на самом деле, к рекоператорам. И, конечно, у жителей возникает возмущение, почему единовременно, когда мы услышали, что тариф должен вырасти с 70 рублей, плата за вывоз ТКО, до 96. Это второй вопрос, цены. Да. Пока будем про качество. Поэтому люди негодуют и говорят, а за что мы платим? Потому что эта схема должна быть прозрачная. Мусорная реформа для этого и создавалась, чтобы вывести из тени вот этот весь мусорный бизнес, да? Чтобы люди понимали, за что они платят. Буквально на днях состоялось... И наши коллеги с федерального штаба тоже говорят об этом, чтобы чтобы эта схема была прозрачной, чтобы люди знали, вот его контейнерная площадка, вот ее мусор идет на переработку и захоранивается там, и это стоит столько-то. Продолжите попозже. Айрат Кулашбекович, ну хорошо, там черный контейнер железный убрать, пластиковый зеленый поставить, это отлично, но смысл мусорной реформы в чем был изначально, чтобы мы знали? Смысл мусорной реформы состоит из 3 составляющих. Это вывоз контейнерных площадок, переработка, ну и захоронение хвостов. Я считаю, что за 1,5 года мусорной реформы мы качественно продвинулись в транспортировании, потому что на уровне правительства внедрена система фотофиксации опорожнения контейнерных площадок. И на сегодняшний день обслуживается качественно 95-98%. Можно простыми словами сказать, мы качественно продвинулись в транспортировании. Транспортирование. Перевозки мусора Перевозки мусора, да. А что там, какие-то проблемы были? Но у нас не было охвачено 35% территории, то есть 35% территории в Башкирии не вывозилось на мусор вообще. Мусор вообще, да. Вывозились на местные свалки, ну и несанкционированные свалки, в общем. Сейчас я считаю, что эта проблема устранена.
худо-бедно. Приобретено порядка 200 мусоровозов по республике. И я считаю, что в части транспортирования мы достигли результатов. Понятно. Вот я бы хотел продолжить тему транспортирования. Вот буквально весь прошлый год мы наблюдали, что идет, кто-то говорит, это переформатирование рынка, кто-то трансформация. На самом деле это происходило, значит, зачистка и передел рынка, да. Транспортные компании мелкие, к сожалению, уходили, рекооператоры ставили своих перевозчиков аффилированных. И как раз транспортная составляющая, куда основная сумма денег уходит, и вот у нас вызывает большие вопросы. Поэтому Общероссийский народный фронт запросил все эти тарифные дела. Я думаю, мы посмотрим, насколько там она оправдана, эта транспортная составляющая, которая не поддается тарифному регулированию. В ней-то и скрыты все возможности, чтобы не повышать тариф, а изыскивать именно, чтобы выстроить бизнес-модель таким образом, чтобы укладываться и в 70 рублей. В принципе, я считаю, что это возможно. Но есть мнение, что сейчас как раз денег-то и не хватает на дальнейшее развитие мусорной реформы, поэтому надо тариф повышать. Но мы же видим, все-таки техника закупается, плюс еще предусмотрены субсидии. Только из федерального бюджета официально было озвучено, что республика получит 341 миллион рублей. Я думаю, что мы должны понять на сегодняшний день, что с отходами нужно обращаться правильно. И люди должны понимать, что когда отходы уезжают, покидают контейнерную площадку, дальше они вступают в работу. И это тоже должно оплачиваться людьми. Ну, то есть за счет тарифа. Далее, То есть мы никогда за это не платили? мы об этом просто не задумываемся. Да, это то обязательное условие, без которого не может существовать ни одно государство. Да. И ведь задача состоит в том, чтобы... Для чего затеялась мусорная реформа? Для того, чтобы вовлечь максимально во вторичный оборот материалы, которые присутствуют в отходах. А на сегодняшний день это в связи с тем, что отсутствует инфраструктура в 60% территории Башкирии, это не происходит. И поэтому второй этап у нас пока хромает. Не хромает, а вообще Но на проваливает. это нужны деньги. Конечно. Для этого нужно привлекать инвесторов, для этого надо создавать условия. Но это же для того, чтобы были деньги. Инвесторы, условия. Инвестор сначала Все, вкладывает. продолжить позже. В принципе, да, мусоросортировочные комплексы извлекают порядка от 5 до 7% полезных из материалов. Поэтому все эти сортировочные комплексы, это капля в море. На самом деле надо подходить, именно начинать с раздельного сбора, когда сырье и стоит дороже, и оно в чистом виде поступает. И, конечно, нужно предусмотреть меры стимулирования для граждан, которые раздельно собирают. Если мы говорим о каком-то повышении тарифа, мы должны предусмотреть меры стимулирования именно раздельного сбора. Потому что у нас некоторые предприятия, которые сидят на вторичке, они говорят, что им не хватает сырья. Ну, не знаю, мы тут, вынуждены по-моему, его закапывать. если мы сейчас коснемся темы раздельного мусора, сбора мусора, это такой пласт огромной информации и, более того, изменений в нашей бытовой жизни, конечно, в этом которые не один житель, эти лампочки собирают, да, вот эти градусники. Посмотрите, в каком эти оранжевые боксы стоят, они состояние, на самом деле они никому это- не нужны. Это заброшенные, Согласен. захламленные какие-то предметы. Согласен. Да. Мусорная реформа, мы нашли ответственного. Если раньше непонятно, администрация отвечает или перевозчик, на сегодняшний день отвечает за обращение с отходами региональный оператор. Мы нашли крайнего. Это первое. Второе. Абсолютно поддерживаю прораздельный сбор, но у нас на сегодняшний день до сих пор не принят нормативный акт по раздельному сбору. Как сортировать, какие меры стимулирования предусмотрены законом, когда предприниматель говорит, предприниматель или житель МКД или частного домовладения говорит, я хочу сортировать и хочу получать при этом какие-то преференции, льготы и так далее. Значит, меры стимулирования в части, наверное, уменьшения стоимости оплаты, это должно быть предусмотрено. Это надо рассчитать так, чтобы меры стимулирования, льготы, допустим, были равноценны затратам этого предприятия на раздельную утилизацию мусора. А это какая экономика сложная, это все рассчитывать надо. Население, конечно, мало волнует производственные проблемы. Они очень важны, они волнуют всех, но не в ракурсе населения. Но, может, сначала следовало бы решить эти проблемы, а потом уже готовый Да, не продукт совсем. продавать Вот населению. мусорная проблема на сегодняшний день, она и хороша, и плоха. Мы последние присоединились к этой проблеме. Она у нас стала в 2019 году, если говорить точно. В
В то время как в других странах она прошла многие десятилетия. И посмотрите, богатейшая страна, Америка, у нее нет раздельного мусора по отдельным коробочкам. Потому что практика показала, что это чрезвычайно дорогостоящий. Не для каждой богатейшей страны. Наша страна действительно богатейшая, но с проблемами. И они развили производство. Там идет сортировка, там это бизнес. И когда бизнес говорит, вы знаете, помогайте нам, хорошее дело, но помощники должны быть платежеспособные. В богатейших странах, Австрия, Швеция и так далее, да, они поставили контейнеры. В Японии вообще контейнер еще какой, он умный. Поэтому есть проблемы. И когда мы берем эти проблемы, мы должны смотреть, куда мы идем. Первая, старая и нужная решаемая проблема. В один момент она и в Советском Союзе решалась. Кто платит за упаковку? Основной загрязнитель ТКО. Кто платит? Производитель, продавец. У нас эта проблема не решается. Прекрасный Китай, который ставит нам пример весь мир. У них сотни тысяч, если точно не изменяет мне память, 160 тысяч сборщиков мусора за деньги собирают у населения. Вы меня извините, за деньги у населения с удовольствием бы все стали собирать и продавать. Мы эту проблему вообще не ставим и не решаем. Сейчас вот я знаю, что с прошлого года реализуется программа внедрения контейнеров для раздельного сбора мусоров по школам. То есть вот сейчас как раз детей мы учим, осуществляется это передача как раз этих контейнеров по Об этом школам. мы тоже говорили, да, Да, это одно из важных звеньев, потому что начинать обучать этому надо с юных лет, потому что иначе как бы потом это не привьется. То есть у взрослого поколения это уже сложно осуществить. Хотя я знаю лично многих людей, которые дома лично сортируют мусор, то есть, но у нас нет условий, куда его выбрасывать. То есть они сортируют и там передают там, по возможности. Там, у нас есть фирмы, которые принимают А у нас есть вообще предприятия, готовые к такой сортировке? Они есть, но все это не организовано, то есть это не для населения. То есть это надо собрать самому, отсортировать и самому отвезти. Ну, есть предприятия или нету? Есть. То есть они могут То есть есть предприятия, которые принимают от населения сортированный мусор, да. То есть Но нет, это не макулатура, не металлолом вы имеете в виду или что? Ну, не только, то есть там пластик, там... Можно я отвечу? Я считаю, что на сегодняшний день тот формат сбора вторичного сырья, который существовал в советское время, он невозможен, потому что изменился морфологический состав отходов. Так, а теперь по-русски скажите. Да, неправильно. Вы считаете, что... То есть, если раньше в советское время сдавали макулатуру, стекло и тряпки, на этом весь спектр вторсырья заканчивался, то на сегодняшний день мы производим 50 наименований готовой продукции. То есть, что такое готовый продукт? Макулатура, пластиковые бутылки, пленки различных видов, стеклобой и так далее. Но мы же не можем на каждой контейнерной площадке поставить 50 контейнеров, чтобы их приехали и купили. Так. Это абсурд. А вы можете до 4? Мы предлагаем вообще до 2. Вариантов. В прошлом году мы предлагали провести эксперимент по сухому сбору. У нас в России, в СССР это было в 70-х годах, когда пищевые отходы собирали отдельно. Искусственно отдельно. Да, такие отходы отдельно. И получалось достаточно неплохо. Но в связи с тем, что недобросовестно люди туда складывали стекло, потому что пищевые отходы отправлялись на свинофермы, поэтому отказались от этого. Но мы сейчас призываем к тому, что это необходимо делать. Здесь ведем дискуссию. И у нас, получается, очень много вопросов возникает. И у преподавателей, и у студентов, и даже у участников, у представителей рекоператора. А все это происходит только по одной причине. У нас есть федеральное законодательство, которое определяет, как должна быть оформлена территориальная схема оборота с твердокоммунальными отходами во всех субъектах Российской Федерации. И вот мы имеем на сегодняшний день территориальную схему обращения с твердокоммунальными отходами в Республике Башкортостан, которая актуализирована на 17 апреля 2020 года и приказом Министерства природопользования и экологии. Ну, какая это схема?
она не соответствует требованиям федерального законодательства. В ней отсутствует абсолютно вся конкретика по территории. От начала образования отходов по транспортировке до предприятия переработки и утилизации. Сделано это преднамеренно, чтобы мы, обыватели, простое население, не смогли взять данный документ, а это практически паспорт реформы в субъектах конкретно. Федеральный центр дал задание всем субъектам привести эти территориальные схемы в соответствие к июлю 2020 года. И что вы думаете, она приведена в Республике Башкортостан в соответствии с федеральным законодательством? Нет. Я являюсь общественным защитником субъектов малого предпринимательства. И нами уже переданы 5 жалоб на рассмотрение в антимонопольную службу Республики Башкортостан. Они находятся на рассмотрении. По поводу чего жалобы? Жалобы по, скажем Коротко, так, если только, да. нарушение антимонопольного законодательства со стороны конкретного регионального оператора, это Эко-Сити, в отношении работы с предприятиями, с юридическими лицами. Они запрещают этим юридическим лицам заключать договора по факту. Вопрос почему? У нас есть постановление, которое определяет 2 метода расчета образования объемов ТКО. Это по нормативу, по факту, по весу. Конечно, предпринимателям очень удобно по факту, потому что ряд предпринимателей выполнили законодательство с 1 января 2019 года. Все ясно, Организовали здесь, у себя на территории площадки ТКО, которые соответствуют требованиям. Они зарегистрировали, эти площадки вошли в реестр. Но рекоператору невыгодно, чтобы юридические лица работали по факту. Им это невыгодно. Мы должны платить по факту. И это самое главное на самом деле для тех, кто раздельно собирает. Также и юрлица тоже заинтересованы в этом. К сожалению, со стороны рекоператора это воспринимается просто в штыки. Слово «факт» просто пугает сразу рекоператора. Да-да-да, почему? Я с Натальей Николаевной абсолютно согласен в отношении терсхемы. Она вообще нелогична и никакому здравому смыслу она, ну, с точки зрения здравого смысла ее невозможно объяснить. Но, к сожалению, требования законодательства таково, что мы ее должны соблюдать. Но это, например, чтобы было понятно, если в терсхеме, это основной документ регионального оператора, прописано, что отходы из Чешмов нужно возить в Сибай, то региональный оператор должен будет возить отходы из Чешмов в Сибай. По-другому никак. И если даже будут закрыты мосты, например, он должен будет поехать через Челябинск. Ну, вот, чтобы доставить до места. Того места, где прописана территориальная схема. Это в соответствии с законодательством, да? Это в соответствии с требованиями. Ну, то есть, это паспорт, это устав регионального оператора. И он должен в соответствии с этим принимать, направлять автомобиль. Решением, да. Если нет, то приходит прокуратура и говорит, вы нарушили терсхему. Все. И региональный оператор может лишиться своего статуса. Абсурд? Далее в программе. С точки зрения государственности, понимания того, что с отходами нужно действительно давать им вторую жизнь, равняться на Европу и так далее, 90 и 95 рублей мало. Если повышать тариф, то надо хотя бы это делать плавно, да? Это Ну или во-первых. хотя бы объяснить, за что... Вот именно, что Какое и те же схемы мы не видим, куда наши идут потоки, за что мы платим. Нам сейчас предлагают некое повышение, которое было рассчитано ранее до 2019 года. Вы понимаете, это уже незаконно. Скажем так, нет культуры обращения с отходами вообще. То есть у нас выкидывается в контейнер все подряд. Ремонт сделали, строительный мусор сюда же. Хотя строительный мусор, он не относится к ТКО. И администрация заставляет рекоператора его это возить. Давайте обсудим рост тарифов за вывоз мусора. Насколько сейчас он адекватен, действительно ли нужен рост и что с этим происходит вообще в этой сфере? Если повышать тариф, то надо хотя бы это делать плавно, да? Это Ну или во-первых. хотя бы объяснить, за что... Вот именно, что и Какое те же увеличение? схемы мы не видим, куда наши идут потоки, за что мы платим. Люди же должны понимать, что я вот заплачу столько-то, за то-то, за то-то, за то-то. К сожалению, мы это не видим. И взять ситуацию со вторичным сырьем, допустим, мусоросортировочный комплекс, он извлекает полезные фракции, да? Он их продает, получает доход. Он должен вычесть это из тарифа. К сожалению, у нас только 2
мусоросортировочных комплекса это сделали. Все остальные рекооператоры, все это вроде как умалчивается, куда они это сырье девают. К сожалению, мы не знаем. Поэтому это все должно быть прозрачно, и сначала надо разобраться в этом во всем. И как раз-таки вот транспортная составляющая вызывает у нас большой вопрос. Лебедь, рак и щука. Теперь схема кривая, возить дорого, сортировать не получается, в результате пробуксовки. Вообще я считаю, что 95 рублей, если мы говорим с точки зрения государственности, понимания того, что с отходами нужно действительно давать им вторую жизнь, равняться на Европу и так далее, 90 и 95 рублей мало на самом деле. И я бы не сравнивал это с повышением тарифа. Это не повышение тарифа. Это не повышение тарифа. Это региональные операторы пошли, в правительстве договорились, что снизят свой тариф, который утвержден по предельному уровню в районе 95 до 70. Вот не надо путать понятия. На самом деле требования с каждой недели, потому что каждую неделю проходит оперативное совещание в правительстве, требования увеличиваются, улучшаются, качество работы региональных операторов. Но мы не уделяем внимания переработке. Мурат Римович, как объяснить людям, что это на самом деле не повышение тарифа, а вы вообще 120 должны платить? На самом деле и объяснять не надо, потому что у государства предусмотрено субсидирование. Да? Если в прошлом году республиканский бюджет порядка 50 миллионов выделил субсидии рекооператорам, в этом году из федерального бюджета было предусмотрено выделение 341 миллион на покрытие кассового разрыва. Но это все равно поэтому я думаю, бюджеты, это все же наши деньги. Понятно, и то ли бюджет, то ли из нашего кармана. Сколько рекооператора... Где-то прибывает, обязательно где-то убывает. Сколько рекооператора не корми, он все равно одной рукой будет в нашем кармане. Интересная позиция. Главное, чтобы он мусор из этого кармана доставал, а не деньги. Что-то еще добавите, нет? Пока нет. Все. Я считаю, что нам надо как-то собраться все вместе. Вот скажите сейчас честно, то есть, если цены будут повышены до 90 рублей, это нормально? Давайте я вам пример приведу, чтобы был понятен. Вот я считаю, что в Стерлитамаке инфраструктура существует в полном объеме. Там есть город, населением почти 300 тысяч, там есть сортировочный комплекс, там есть полигон. Вот там бы, если бы в Стерлитамаке действовал один региональный оператор, он сам бы работал бы, то есть определена вот эта зона. Для Стерлитамака стоимость была бы где-то порядка 35-40 рублей с человека. Но, учитывая, что в Сибае практически нет инфраструктуры, там нет нормального полигона, там нет сортировочного комплекса, там перевозчик достаточно был слабый и так далее. Получается, что компенсируется в Сибае, стоимость составляет где-то порядка 600 рублей. Вот идет уравнивание. Что-то добавить на самом есть? деле про Сибай, да, там есть... Мы иногда, мы всегда мониторим СМИ, там же появляются какие-то инвестпроекты по Сибаю. Почему их туда не запустить и не сделать там не 600 рублей, а так же, как в Стерлитамаке, 35? Рекооператор монополизировал рынок, он чужих игроков просто не пускает. Инфраструктуру построить? Конечно, есть же инвесторы. А для этого опять нужны деньги. А где взять деньги? Есть, Надо инвесторы есть. Рекооператор не пускает на свою территорию чужих людей. Вот в чем дело. Происходит монополизация рынка. Пускает? Я не знаю. Монополия, она всегда приведет к тому, что будет повышаться тариф. Не знаю. Не согласен с Муратом Римовичем. У нас инвесторов, которые выходят на инвестчас с баснословными вложениями в мусорную тему, их много. Если почитать на сайте Минэкономразвития, этих проектов очень много, но ни один их не реализует. Давайте фильтровать вот эти проекты, чтобы они были реальные и понимание, кто туда будет вкладываться, давать им сроки для реализации. Год, два и так далее. Пусть они отчитываются и докладывают, что там происходит. Вот. То есть реально работающих инвесторов нет в этой сфере? Реально работающих, реальных инвесторов, которые готовы вкладывать, их по пальцам можно пересчитать. Но их недостаточно, главное, да? И им-то тоже зеленый свет особо не дают. И это все равно, что купить билет на войну. Но это
не с рекоператором, а иногда бывает просто в тупик заходишь там с различными группами протестующих и так далее, которые вымогают. И все. Что хочется заметить на сегодняшний день? У нас есть четкое законодательство по определению тарифа образования по обращению ТКО. И оно нам диктует, что каждый год должны рассматриваться эти тарифы, каждый год. Они формируются из действующей территориальной схемы плюс фактические отчеты региональных операторов, которые они сдают по результатам каждого календарного года. Нам сейчас предлагают некое повышение, которое было рассчитано ранее до 2019 года. Вы понимаете, это уже незаконно. И вот это повышение, оно экономически не обосновано. То есть наша республика никаких расчетов новых тарифов на 2020 год не проводила. А может быть так, что экономически обоснована гораздо большая цена, чем та, Нет. которая предлагается? Нет, нет. Почему? Потому что из года в год, на протяжении многих лет, Вот жаль, что у нас ни Минприроды и экологии, ни регоператоры не пришли сегодня, к сожалению, по тем или иным причинам. не зря у нас Народный фронт сделал запрос. Не зря. Вот мы хотим сейчас собраться группой экспертов и проанализировать. Например, в городе Стерлитамаке мы с группой предпринимателей хотим сделать такой проект. Поставить видеокамеру на конкретную площадку ТКО, конкретного многоквартирного дома, в котором размещены нежилые помещения. И я вам сразу хочу сказать, это будет просто шок для всех, кто ранее участвовал в расчете норматива. Он настолько незаконен, он настолько превышает все допустимое сознание и логику. Я хочу заметить, что каждая машина регионального оператора оснащена системой ГЛОНАСС. То есть мы просто сделаем вот эту стыковку и проверим. Нас рекоператор обвинить не сможет, потому что его уже данные из ГЛОНАСС должны соответствовать этой съемке. Вот потом можно даже встретиться и По уже результатам обсудить этого по эксперимента, результатам да. данного эксперимента. По Нефтекамску, я вот часто бываю в Нефтекамске, я могу сказать, что там рекоператор вообще не ведет никакой работы, не выстраивает инфраструктуру. То есть, если как-то вот, в черте, где расположен МКД, многоквартирные дома, там еще бывает вывоз, и то еще сбои происходят. Стоит также в границах Нефтекамска отъехать в частный сектор, там мусор валяется на дороге. То есть его не вывозят. Это одна история. По Нефтекамску вот у меня много жалоб от предпринимателей. Есть предприниматель, который вот у них по факту не считают. То есть заключили договор оферты автоматом, заключился он, и рекоператор выставляет счета. За прошлый год выставлен счет на 500 000 рублей. Но нужно учитывать то, что за это время ни разу рекоператор на территорию этого предпринимателя не заехал и не вывез ни одного контейнера. Это вот тоже факт. Ну да, к сожалению, вторую сторону мы не услышим сегодня. Да, есть что добавить кому-то еще? Дело в том, что мы вступили в полосу, когда надо делать это быстро. Владимир Владимирович Путин поставил очень короткие сроки. И, конечно, все идет, как сегодня было сказано, с огромными проблемами. И мне кажется, одной из очень больших проблем здесь является отсутствие профессионализма. И у тех людей, которые работают на самых высоких постах, влияющих на эту проблему, и до тех, которые работают непосредственно. Здесь есть еще одна небольшая сложность в том, что цены-то можно поднимать там, или еще что-то, да, но хотелось бы для начала охватить 100% населения. То есть на самом деле очень много жителей, которые не получают в принципе платежку. То есть соседи, одному сосед приходит, условно, там 30 рублей, 40 рублей, да, и рядом стоит другой. Так он говорит, за меня платят и так далее. А второй-то сосед не платит, получается. То есть для начала нужно еще и эту работу доработать, в том числе. То есть люди не платят, да, получается? Нет, по счетам? люди готовы оплачивать, они не получают платежки, квитанции. Я не могу сейчас сказать за зону Благовещенска. За свою зону скажу, что, по крайней мере, в нашей зоне проживает 1 350 000 человек. Вот 200 000 человек мы еще не можем найти. У нас есть вопросы. То есть есть адрес,
Но мы не знаем, кто там проживает. Иванов, Петров, Сидоров, сколько прописано и так далее. То есть эти люди сейчас не платят за... Эти люди, они не получают квитанцию, и поэтому возникает такое. Но мы уточняемся. Вот если бы понятно, что пришло 1 января и нам дали бы всю базу данных, это одно. А мы же это все выковыриваем, ходим где-то через суд, где-то еще как-то, где-то пальцем в небо попадаем. Ну, это то, что касается. Я хочу сказать, рекоператор на самом деле это не зло. И это не монстр, который пришел нас съесть и, так сказать, и как-то нажиться и уйти. Нет, контракт заключен на 10 лет. У регионального оператора сложности выше крыши, потому что полно нестыковок, особенно проблемы с юрлицами. Вот я согласен, есть группа добросовестных предпринимателей, которые готовы показать, рассказать, объяснить. Их надо ставить в пример. Но есть еще больше группа предпринимателей, которые прячутся по каким-то там торговым центрам и так далее. Их очень сложно найти, и порядок взаимоотношений с ними установить сложно. У нас, скажем так, нет культуры обращения с отходами вообще. То есть у нас выкидывается в контейнер все подряд. Ремонт сделали, строительный мусор сюда же. Хотя строительный мусор, он не относится к ТКО. И администрация заставляет рекоператора его это ввозить. Поэтому возможно, что вот это вот повышение тарифа, оно и нужно, чтобы вот перекрыть вот это. Далее в программе. Надо транслировать раздельный сбор, надо для этого создавать инфраструктуру, надо для этого привлекать инвесторов местных, сибайских, баймакских и так далее. И я думаю, все будет хорошо. Вот как-то в начале мусорной реформы мы обсуждали же ее. Да, Такое да. ощущение, что мы сейчас там находимся. Почему Как раз. там? Ну вот те же самые слова звучали. Регулярность вывоза. Да, если в городе мы каждый день вывозим, то в глухой деревне иногда и раз в месяц мусоровоз только может попасть. Ну, в Америке 90% металла из отходов. Они не занимаются, богатая страна, а мы готовим геологов, добыча. Мы очень дорого нам это обходится. Итак, приоритеты развития мусорной реформы в дальнейшем. Что, по вашему мнению, нужно делать? Вот самое первое, самое главное. Кто начнет? Но мы уже давно говорим, что нормативы накопления, они не актуальны для большинства жителей республики, потому что город, это один уровень потребления, деревня – это деревня, там совершенно другой и морфологический состав, и объем мусора там совершенно не соответствует тем нормативам, по которым мы выставляем им платежки. Поэтому нужна дифференциация. Но получается, деревня платит больше, чем город. Потому что у них инфраструктуры нет, и у них там дороже увозить мусор. Ну, это один момент. А второй момент – регулярность вывоза. Да, если в городе мы каждый день вывозим, то в глухой деревне иногда и раз в месяц мусоровоз только может попасть. Поэтому вот это надо как-то вещи разделять. И Ради Фаридович правильно сказал, что мы же не можем лупить с деревенских жителей так же, как с городских. На том же уровне. Во-первых, у них образуется меньше. Если в деревне нету даже магазина, откуда там могут быть отходы? Мы же ездили, специально объезжали глухие деревни. А одна семья собирает 5-литровое ведро маленькое мусора за 2 недели. И, конечно, у нас возник вопрос к нормативам накопления, как они были посчитаны. Это очень криво. Поэтому это надо актуализировать и применять уже совсем другие нормы. Я считаю, надо... Вот здесь прозвучало, что в школах устанавливают контейнеры для раздельного сбора. Но ведь техники нет, которая будет вывозить эти отходы. Это очередная профанация, которую мы опять... людям замазываем глаза. Поэтому нужен сейчас, в моем понимании, надо транслировать раздельный сбор, надо для этого создавать инфраструктуру, надо для этого привлекать инвесторов местных, сибайских, баймакских и так далее. И я думаю, все будет хорошо. Вот как-то в начале мусорной реформы мы обсуждали же ее. Да, Такое да. ощущение, что мы сейчас там находимся. Почему там? Ну вот те же самые слова звучали. Ну, понимаете, мы же... Что вот эти 2 года мы делали там, или год, сколько прошло? Мы занимались РДФ топливом, потому что у нас не было возможности провести эксперимент. Нам запретили. Это законом мы уперлись в регионального оператора. Вот Айрат Куашбекович сказал, что это профанация. Просто надо пустить на этот рынок тех заготовителей вторсырья. У нас в Уфе прекрасно работает компания
чистый город, да, сеть приемных пунктов. Пожалуйста, дайте им возможность собирать тоже вторсырье с тех же площадок, с тех же школ. Они с удовольствием это будут делать. Рекооператор их просто не пускает. Поэтому надо развивать именно заготовительную инфраструктуру. Потом есть у нас расширенная ответственность производителей, да, когда мы в таре уже, в принципе, сидит цена ее утилизации. Мы бы эти деньги могли бы обеспечить и вот эту логистику. Тогда эта цена вторсырья бы это надо была уговорить производителей. рентабельна, да. У нас есть механизмы. Но вот по батарейкам у нас это работает. Мы запустили проект, где батарейки школьники собирают, и это для них бесплатно. Производитель батареек платит напрямую утилизатору батареек, и всю эту логистическую цепочку обеспечить за свой счет, не платя экосбор. Просто надо их все состыковать. Поэтому здесь, в принципе, механизмы есть. И где изыскивать дополнительные средства из того платежа, который утвердил Раджаб Фаридович, 70 рублей, я думаю, что можно внутри, если покопаться, и в логистике, и в извлечении вторсырья, в принципе, сидят деньги, уже сидят деньги. Прозрачная система на сегодняшний день возможна. Мы на сегодняшний день Минприроды предложили программный продукт, который позволит фиксировать без участия человека вес мусоровозов. Мы будем понимать, сколько же у нас в республике образуется в сутки в ТКО, там, в любой день, в разрезе дня перевозчиков и региональных операторов. Отсюда сформируется уже тариф тот, который должен быть, потому что тариф устанавливается, исходя из фактического объема отходов. Это вот в дальнейшем будет такая процедура. И когда государственный орган видит реальные объемы, ему проще ориентироваться, проще устанавливать и проще будет тогда уже принимать решение, поднимать или не поднимать. Вот как-то так. Хотя я думаю, что нужно, особенно в ИЖС, транслировать индивидуальный подход к жителям. Те, которые хотят, значит, им надо создать условия. Вот, в принципе, мы уже сделали большой шаг, да, вы говорите, мы будем знать, сколько у нас фактический объем. Да. Поэтому надо считать тоже по факту и дать возможность развивать инфраструктуру для раздельного сбора. Надо прийти к факту. Для этого нужен нормативный документ. А его нету. А его нету. Я хочу сказать, отрасль обращения с отходами очень сложная. Не всегда можно найти работников, которые захотят ковыряться в отходах. Это на самом деле колоссальный труд. И просьба к общественности, что уважение к труду регионального оператора все равно нужно проявлять. Особенно мусоросортировочных комплексов. Потому что на сегодняшний день формируются отходы таким образом, что не всегда можно туда нырнуть и отковырять полезную фракцию. Это труд, который требует и повышенной оплаты, и практически круглосуточную работу. Поэтому просьба с уважением, как-то с пониманием относиться. А будет прозрачная система, будут и адекватные тарифы. Проблема, как бы мы в унисон вернулись в советское время, и в настоящее американское, там два бака. Один бак для любых отходов, все что угодно, от телевизора до батареек, все не сортируется, все в один мешок. Никаких отдельных кастрюлек и так далее. Китай весь против этих отдельных. Маленькие страны за. А Америка, пожалуйста. И второй мешочек и контейнер – это для пищевых органических отходов. Тогда никаких проблем не будет у них при переработке, как нет в Америке. У них очень много заводов мусоросортировочных, которые богатейшие, одни из богатейших в мире. Поэтому мы к этому должны идти, и в этом направлении мы не свернем. Это однозначно. Надо работать и особенно с населением. Население недовольно сейчас многими, и короной, и так далее, проблем много. И мы добавляем им еще эту проблему, не показывая ее сути. Вот такие передачи, они, конечно, мне кажется, очень сильно раскрыли картину, с которой сталкиваемся мы в реальности. В Америке 90% металла из отходов. Они не занимаются, богатая страна, а мы
готовим геологов, добыча. Мы очень дорого нам это обходится. Я хочу добавить, конечно, и обратиться абсолютно ко всем региональным операторам Республики Башкортостан. Но повернитесь вы к лицом к субъектам малого предпринимательства, то есть к юридическим лицам. Но начните вы вести диалог по организации работы и накоплению ТКО по факту. Это прибавит вам и авторитета на уровне Республики Башкортостан, и поддержки, о которой вы все мечтаете, чтобы все понимали, какой у вас бизнес. Но вы же должны понимать также, какой и у малых предприятий бизнес. На сегодняшний день, в это сложное экономическое время, он очень тяжелый. Все на сегодняшний день считают свои копеечки, точно так же, как и региональные операторы. И, конечно же, вы резко увеличите сразу количество подписанных договоров. Люди, в принципе, может быть, бы и не против были бы какого-то увеличения стоимости, да, но я считаю, нужно это сделать, чтобы они видели, за что они платят. То есть мусорные контейнеры не должны переполняться. То есть при выгрузке, когда происходит перегрузка из контейнеров в автомобиль, то есть должны как-то убирать после себя. То есть, да, то, что вы там случайно вылетает или падает, выпадает из-за того, что контейнер переполнен. А то приехали, вывалили, а вокруг мусор остался. То есть как-то так. За всем вот тем, что мы сегодня обсуждали, мы забыли вообще основное, ради чего это все затеялось. Ради того, чтобы наша окружающая среда не превратилась в одну большую помойку. Потому что, несмотря на то, что наша страна большая, полигонов в ней с каждым годом становится все больше и больше, а реформа нацелена была некуда. Да, именно на то, чтобы уменьшить количество именно захораниваемых отходов, то есть чтобы большую часть отходов вовлечь в производство, во что-то еще, там, чтобы количество отходов, которые мы захораниваем, было минимальным. То есть оно так и прописано изначально. Вот. И надо стремиться именно к этому больше, я считаю. И запустить там социальную рекламу на телевидении, хотя бы то же самое. То есть объясняя вот эти простые истины людям, чтобы людям было понятнее, потому что в настоящее время ничего такого нет. То есть какой-нибудь социальный проект сделать. Ну что ж, все, спасибо, дорогие друзья, уважаемые спикеры, за сегодняшнюю беседу. Выяснилось, конечно же, что на самом деле проблем, если не меньше, то, скорее всего, даже больше, чем в начале мусорных преобразований. Что делать дальше, знают, наверное, только специалисты. Не знаю, уважаемые телезрители, удалось ли нам сегодня убедить вас в том, что цены на вывоз ТКО в ближайшее время должны повыситься просто для того, чтобы хотя бы мусорная реформа жива была и продолжала, в общем-то, реформироваться эта область. Но мы, по крайней мере, постарались это сделать. Я надеюсь, что в ближайшее время все участники вот этого вот процесса по преобразованию мусорной сферы, вывоза мусора договорятся, найдут какие-то компромиссы, решат юридические проблемы и научатся эффективнее использовать свои ресурсы. Они будут, как сейчас, возможно, это по городам и весям летать эти мусорные пакеты. В общем-то, олицетворяя собой грустный итог преобразований в России, которые всегда у нас хотели как лучше, а получается как обычно. На этом наша программа завершена. Мы сегодня обсуждали мусорную реформу. Результаты голосования зрительского вы видите на своих экранах. Но это еще не все. Мы увидимся через неделю, и будут новые, острые, резонансные темы. Всего доброго.